Россия стала другой. Она примерила на себе модный геополитический дресс-код Западноатлантического клуба в эпоху постсоветского самобичевания. Тогда в народе, который победил фашизм, воспитывали комплекс неполноценности. Но Россия решила, что это ей не подходит. России чужды бурные революции, связанные со страстями Содома и Гоморры, которые потрясли ту часть человечества, что не способна к естественному воспроизводству себе подобных. К недоумению западных политических кутюрье Россия предпочла национальный костюм общепринятой демократической мини-юбки. Кто из наших сегодняшних цивилизованных критиков мог предположить, что русский народ после страшных исторических потрясений еще способен к духовно-нравственной и патриотической регенерации? Кто из этих холодных аналитиков и знатоков этнической психологии восточных славян во главе с русофобом Бжезинским мог представить, что напророченная ими перспектива однополярного мира рассыпается на глазах новых супердержав? Русская нация должна была исчезнуть с этнополитической карты современного мира, будучи умерщвленной физически и морально посредством тотального внутреннего и внешнего геноцида. Кто мог подумать, что она не просто выживет, но и найдет в себе силы повести за собой сотни народов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска и до Грозного по единому пути строительства общего великого государства? Россия стала другой. У нее есть национальный лидер. Слава России!